в целом за последние годы формат ЕНТ, в целом проведение очень сильно поменялось. Я думаю, что вот такого стресса, который был до этого, сейчас на данный момент нет. Потому что абитуриенты на данный момент имеют право в течение года сдать 5 раз ЕНТ. 5 раз. Из них вот первый старт дан, это январская ЕНТ. Потом следующий это в марте. Потом 2 попытки имеют право сдать, это в мае и в июне. И самый последний это в августе. Из вот этих 5 ЕНТ, 3 это вот, которые сдают в январе, в марте и августе, это на платной основе. И сертификаты в этой ЕНТ действительно только, чтобы в высшем учебном заведении обучаться на платной основе. Только на платной основе. Если, скажем, в январе абитуриент набрал необходимый пороговый балл, который нужен для его специальности, он может не сдавать остальные ЕНТ и с этим сертификатом в августе пойти сдать приемную комиссию и обучаться на платной основе. А самое основное ЕНТ, это год, в который проходит у нас в мае, в июне. Это уже на гранты, да? Это уже на грант, она проходит бесплатно для выпускников текущего года, полностью 2 попытки бесплатно. Да, и сертификаты этого ЕНТ, они действительно на конкурс грантов. Ну, языком наших учеников говоря, они вот это вот летний ЕНТ, который проходит в мае и в июне, они называют его настоящий ЕНТ, потому что, да, там ставки очень высокие на грант. Вот сейчас, буквально вчера, 15 января у нас началась январская ЕНТ, и она будет длиться у нас по 10 февраля. В общей сложности зарегистрировалось 136 тысяч абитуриентов. Это, можно сказать, почти рекорд по сравнению с прошлым годом. В прошлом году у нас было 123 тысячи. А можно узнать вообще, в чем причина вот этой такой вот реформы, таких вот изменений? Почему вот такое количество ЕНТ было принято решение так сделать много в течение года? Во-первых, дать шанс детям. Помните, давно только у них был один шанс. Это летом только сдавали. И во-вторых, много что было связано с ЕНТ. ЕНТ это не только был вступительный экзамен в ВУЗ до 2017 года, а также по итогам ЕНТ выставлялись оценки в аттестат, а также выдавались знаки отличия Алтын-Белгі. Вот начиная с 2017 года ЕНТ это вступительный экзамен в ВУЗ, никакого отношения к рейтингу, к итогу аттестации, к Алтын-Белгі он никакого отношения не имеет. Это, я думаю, в целом вот это то, что вы в начале эфира говорили, то, что вот этот стресс, страх, мы, по-моему, полностью в этом отношении был, этот вопрос нет. Во-вторых, сейчас каждый абитуриент, он регистрируется сам. Регистрация идет онлайн. Каждый ученик сам выбирает время сдачи, место сдачи, а также дату сдачи. То есть давно как прикрепление, скажем, за каким-то городом и школой нет. Например, абитуриент, который находится, скажем, в столице, если он захочет, может в любой точке Казахстана, где на данный момент функционирует центр тестирования, может сдать этот ЕНТ. Интересно, ну и вот я слышал о том, что тестирование может быть сдано на 3 языках, на русском, на английском и на казахском языке. На казахском языке. Опять-таки, это в виде заявки? Как это, кто это определяет? Ученик сам выбирает. Сам выбирает, на каком языке сдавать. Прикрепление за школой, например, давно как было? Вот если он обучается в школе с русским языком обучения, он должен был сдавать ЕНТ обязательно на русском языке. Таких обязательств нет. Он сам выбирает, например, на январском ЕНТ 76% абитуриентов выбрали сдачу ЕНТ на государственном языке, на казахском, 24% у нас получается на русском языке, и 212 абитуриентов изъявили желание сдать ЕНТ на английском языке. В целом сейчас результаты, сертификат получает ученик сам. Это его персональные данные. Мы с этими результатами конкретно, поименно, мы с управлением образования не делимся. Последние 2 года у нас очень была проделана масштабная работа именно по тематическому анализу. То есть мы сейчас не выдаем управлением образования, не даем просто средние баллы. Мы даем именно показатели, по каким темам. Вот ученик 11 лет отучился в школе, он сдал ЕНТ, это своего рода даже независимый экзамен получается, да, вне школы. И сейчас мы даем тематический анализ. То есть в разрезе республики, в разрезе области, в разрезе района, даже в разрезе школы, каждый руководитель на своем посту может видеть, по каким темам у них упущение, и эти данные мы предоставляем. Я думаю, это намного эффективнее, чем просто, скажем, вот эти баллы, которые мы даем, там 67 баллов, 70, это намного более эффективно. Тематический анализ, который... Да, и такой идет еще большая персонализация, да, больше персональный анализ. Январский ЕНТ в целом нас удивил. Вообще лидером среди комбинации профильных предметов является у нас математика и физика. Вот многие абитуриенты выбирают его из-за чего? Из-за того, что грантов очень много на технические специальности выделяется, это первое. И там выбор специальностей тоже много. Если, например, скажем, по профильному предмету математика, информатика ученик может пойти только на 3 специальности, то математика, физика, у него там 42 выбора.
Но январский ЕНТ нас удивило тем, что в лидеры в этот раз у нас вышел именно комбинация биология-химия, которая все время шла на втором месте. Сейчас 18% абитуриентов на январском ЕНТ выбрали химию, биологию. Математика, физика, она у нас на второй позиции, у нас 17. И математика, информатика. То есть те ребята, которые идут на IT-специальность, начиная с 2023 года, они сдают математику и информатику, хотя до этого они сдавали математику и физику. А как вы, с чем вы это связываете? Вот это изменение? Это как-то у нас идет трансформация рынка труда, трансформация спроса и предложения? Да, это, во-первых, я думаю, был правильный шаг, то, что был введен новая комбинация для IT-специальности, потому что это специальность 21 века, тоже, понятно, много очень желающих, она очень заманчивая, это специальность 21 века. И вот то, что математику и информатику мы выделили из математики и физики, повлияло тому, что там пошел немного спад. Но медицинские специальности, они же всегда у нас были. Всегда в спросе, тем более сейчас еще мы говорим про развитие генной инженерии и так далее, и так далее. В целом 5 предметов у нас, 3 обязательных, 2 профильных, 120 вопросов, максимальный балл 140. И пороговый балл, утвержденный министерством, из 140, чтобы ученик хотя бы, чтобы в высшем учебном заведении обучаться на платной основе, должен набрать 50 баллов. Но медицинские направления должно быть как минимум 70 баллов. На данный момент установлены самый высокий пороговый балл, именно министерством централизованно, это 2 направления. Это право, а также ПЕД направление, педагогические направления, там 75. Но я хочу, пользуясь этим эфиром, сказать то, что кроме этого, в рамках академической свободы еще каждый вуз имеет право устанавливать свои пороговые баллы. И это тоже надо учесть. Интересно, то есть опять-таки ВУЗ точно так же может влиять еще и на вопрос конкретно этой бальной системы. В то же самое время, насколько вообще есть возможность у учащегося абитуриента, который проходит, если он не согласен с результатами, существует ли какая-то система подачи апелляции? Да. Вот апелляция в целом после введения компьютерного формата она стала намного легче и доступна. Если вы помните, при бумажном формате на следующий день он должен был пойти к комиссии, вспомнить этот вопрос, ему не предоставляли эту книжку. А сейчас в компьютерном формате, после завершения тестирования, сразу же появляется у него возможность подать на апелляцию, он нажимает, и дается 30 минут, за это время все вопросы перед ним на экране, и он может подать. В прошлом году по результатам основного ЕНТ 2023 года у нас было принято более 50 тысяч заявлений, то есть это не вопрос, а заявления со стороны абитуриентов, и из которых 75 вопросов. То есть у нас было разработано более 30 тысяч вопросов для проведения основного ЕНТ, 75 вопросов мы удовлетворили. Это было в начале, у нас регистрация началась 29 декабря. Конечно, поток был очень большой, потому что в прошлом году 123 тысячи было абитуриентов, в этом году на 13 тысяч стало больше. В связи с этим была нехватка мест, но министерство в целом отработало, я думаю, уже на должном уровне. И даже были открыты дополнительные места в тех районных центрах, до этого, в которых в компьютерном формате ЕНТ не проводилось. Например, в Кызылординской области впервые был введен экзамен, например, в городе Аральск, это в Аральском районе, в Костанайской области, в городе Рудном тоже запустили, нехватка мест было, но в связи, первоначально регистрация была у нас до 6 января, в связи с нехваткой мест и открытием новых мест, министерством было принято решение продлить его до 11 января, было дополнительно, в целом, в общем, на 140 тысяч было рассчитано мест, и 136 тысяч детей зарегистрировалось. То есть... Ну, я правильно понимаю, когда вы говорите, что существует у нас 5 этапов ЕНТ в течение года, да, что во всех этих 5 этапах, в принципе, один и тот же человек, к примеру, представим, который не набирает балл, во всех этих 5 ЕНТ он может участвовать, да? Да. В некоторых платно, в некоторых бесплатно, но у него есть как минимум 5 шансов 5 в году. шансов, 5 шансов не просто вопрос пойти поступить в какой-то вуз, да, но ведь это же еще и шансы по поводу смены, как я понимаю, смены специализации. Да. Да? Есть такой момент, когда на ЕНТ приходят, если, допустим, я решил из какой-нибудь гуманитарной профессии уйти в техническую. Тоже, то есть вы уже студент, обучаетесь на первом курсе. Да. Да, такая возможность. Даже на январском ЕНТ у нас 2 категории участников, это выпускники текущего года, а также студенты первого курса, которые хотят поменять, то есть перейти из других специальностей на педагогические специальности, они сдают, потом из творческого на другие специальности тоже имеют право.